Жители Томмота бьют тревогу. Нарушения экологии, которые сугубились нынче летом в Алданском районе, напрямую коснулись и их. Напомню, начиная с июня месяца в реке Алдан было зафиксировано несколько сбросов грязной воды золотодобытчиками, вследствие чего вода в реке приобрела желто-зеленый цвет. Томмотцы в один голос твердят, что Алдан загажен как никогда. Видите, вообще страшно. Зеленый. А мы каждый год ездим на рыбалку. Речка такая чистая, хорошая была. А сейчас ни рыбы, ничего нету. А сюда какая-то приходит. Рыбаки едут, говорит, ставили сети нафиг. И говорит, все сети за какой-то слизью зеленой. Вода, говорит, зеленая шла. Переживаем, что с детьми уже как купаться. Летом ездили купаться мы на Амгу, потому что Амга чистая речка, чем наш Алдан. Видно за наш-то город. То, что, как говорится, чужие люди приходят и засирают наш Алдан. Стоит добавить, что с июня месяца в Алданском районе совершенно не было дождей. Река не пополнялась, и сейчас ее уровни находятся ниже обычного состояния. Наверняка и это тоже повлияло на застой грязных вод. Общественники Томмота признаются, что устали бить в колокола. Это обращение жителей. Вот у меня есть это обращение и вот подписи. Значит, мы собрали тут более 5000 подписей. В своем обращении томмотцы указали, что на протяжении многих лет старателями-золотодобытчиками вследствие нарушений правил природопользования происходит загрязнение притоков Алдана и пожаловались на бездействие надзорных органов. Представители Алданского комитета по экологии давно дискредитировали себя в глазах общественности, равно как и чиновники из Министерства по экологии и природопользованию. В лучшем случае занимаются отписками, ссылаясь на таяние снегов, дожди и размыв старых отработок. Это является грязной ложью. Жители Томмота предполагают, что увеличение случаев загрязнения воды связано с применением золотодобывающими компаниями метода обогащения золотоносной руды методом кучного выщелачивания. Раньше добывали промывочным способом. То бишь это они брали воду из ключа и промывали породу этой же водой, но у них были отстойники. Большие копали отстойники, в которых поступала эта вода загрязненная, она отстаивалась, и через 2-3 отстойника она выходила уже довольно-таки чистая, потому что вся эта муть, все это осаждалось в отстойниках. Ну а сейчас новый метод, это идет метод выщелачивания, что очень вредно. Система выщелачивания зародилась еще в 60-е годы в Америке. В России использовать этот метод начали в 90-е годы. Пионером по выщелачиванию была артель ПАО, потом впоследствии Селекдар. Это Анатолий Никитич Лабунь, известный золотодобытчик, который, собственно, и построил доходы, наверное, и стабильность этой компании именно на этом методе, прежде всего. А потом, впоследствии, она стала одним, Лабунь создал компанию, которая с участием русских фондов стала одним из 5 крупнейших предприятий по золотодобыче в Российской Федерации. Как говорят люди науки, чтобы делать какие-то выводы, нужно основательно проанализировать исходные данные, собрать доказательную базу. В процессе выщелачивания эти цианиды, которые, так сказать, там являются, они, как правило, разлагаются и не переносят никакого вреда. Не имеют накопительного эффекта, то есть кумулятивного эффекта. А тяжелые металлы, которые могут быть в случае нарушения технологии, они имеют кумулятивный эффект, то есть они могут накапливаться и где-то откладываться. Но утверждать, что это именно продукт этой деятельности, продукт выщелачивания, это должно быть доказано. По данным Минэкологии, в данное время на территории Алданского района добыча рассыпного золота в основном ведется открытым раздельным способом, при котором добываемые пески обогащаются на промывочных приборах гидравлическим методом, промываются водой. К загрязнению водных объектов приводит сброс неочищенных сточных вод с участков горных работ. В текущем году в Министерство экологии из Алданского района поступило 19 сигналов, по которым были организованы выезды. Были взяты пробы воды выше и ниже участков загрязнения. И далее ведомство обращалось в прокуратуру за разрешением на проверку хозяйствующих юридических лиц. В связи с мораторием на сегодняшний день, к сожалению,
Несколько заявлений у нас не приняты, потому что считается, что прямой угрозы населению нету, здоровью населению нету, да, такая вот формулировка. Но на сегодняшний день у нас несколько компаний, одна компания точно уже к административной ответственности привлечена. Можно сказать, по пробам воды на сегодняшний день мы выявляем, конечно же, превышение ПДК по взвешенным веществам и по нескольким видам металлов, железа и так далее. На реке Алдан установлены несколько водозаборов, которые питают население. А для жителей небольшого села Угаян, расположенного на берегу этой реки, она единственный источник воды – и питьевой, и технической. Мы тут перестали рыбачить. Запах воды ужасный. Невозможно ее пить. Живем на реке, а пить из нее не можем. Приходится ехать за 5 километров на моторке и набирать из ручья. Источниками загрязнения в верхнем течении Алдана являются правые его притоки – реки Малый и Большой Немныр. Именно на них ведут свою деятельность несколько небольших золотодобывающих компаний. Умирает река Алдан, а река протекает практически по многим районам республики. До Тахтинского, до Тампонского района. Например, с притоков Большого и Малого Немныра поступает грязная вода. До Хатыстыра это больше 100 километров. И до нас доходит где-то зеленая, желтая вода разными цветами. Доходит до Угаяна. И уже жители села Угаян, которые ниже нас стоят на 500 километров, до них доходит эта вода. Это что за такая смесь получается, да? Непонятно, что доходит аж до 500, до 700 километров. Только за прошлый год на добычу золота в Алданском районе было выдано 226 лицензий. То есть настолько увеличилось количество мест, где ведется поиск и добыча драгоценного металла. Во время недавнего визита министра экологии в Алданский район речь шла не только об экологии, но и о зонах и норме вылова рыбы. 5 хариусов 24 часа на человека. Такая сейчас норма, которую обещали увеличить. По Дальнему Востоку везде стоит норма 5 килограмм на человека в сутки. Никто не будет, конечно. Сейчас люди стали более грамотные и не стали заниматься уже добычей этой как раньше, допустим, добывали. Но ее рыбы было много, ее было не выловить просто. И не выловили ее никто. Ее просто вытравили. О норме вылова сейчас не актуально рассуждать, когда даже опытные рыбаки воздерживаются ставить сети, боясь выловить отравленную рыбу. 10 лет назад я спокойно ехал на лодке, зачерпнул с кружкой воды и попил, и не переживал об этом. А сейчас, если в такую воду я своего ребенка отпущу купаться, да неизвестно, что там будет. Я, в силу своих увлечений, занимаюсь подводной охотой, то есть ныряю, да, в этот период обычно, когда как раз начинается снег, опускаешься, погружаешься под воду, и там кристально чистая вода, там прекрасно все видно. А сейчас, в прошлые выходные, на вытянутый рук это не видно. Это страшно, это неправильно. И в любом случае мы не успокоимся, и мы искренне надеемся и верим, что наше правительство в республике примет меры, и у нас такого больше не будет. И действительно, по словам ихтиологов, разрушительная деятельность человека может нанести вред рыбе или изменить состав окружающей среды, уничтожая источники пищи. У нас есть грязная вода, и рыба мигрирует. В этом нет ничего такого. Все зависит от степени загрязнения. Насколько долго этот фактор продолжается, может ли она быстро вернуться на это место. Окружающая среда, вода, донные осадки, насколько загрязнены. Зависит от целого ряда факторов. Все. Есть токсические вещества? Конечно, она отравляется. Любой живой организм – это открытая система. То есть у нас постоянно происходит обмен веществ с окружающей средой и, собственно, организмом. У рыб такой же организм, как у всех остальных. Более того, она же живет в достаточно плотной среде, водной. И там обмен веществ происходит чуть более в другом режиме, чем, допустим, у нас. Какие варианты действий возможны для улучшения экологической обстановки в золотоносном Алданском районе?
Академия наук республики уже на сегодняшний день имеет опыт по организации исполнения общественного заказа. Если у кого-то возникли существенные требования, которые являются наглядными, которые являются более-менее обоснованными с точки зрения общественного мнения, то кто мешает включить это в план работы государства, правительством, утверждается план работы по исполнению общественного заказа, и мы получаем с вами те результаты, которые объективно отражают действительность. Таким образом, общественники могут обратиться за независимой экспертизой в Комитет по науке при главе республики. Там рассматриваются все предложения и все замечания, которые имеют место быть. Депутат Элтумена по Томутскому округу Олег Марков знает о проблемах экологии, волнующих жителей, и не раз выезжал на участки загрязнения реки Алдан. Сегодня мы видим, что река Алдан по статистике в позапрошлом году была загрязнена 7 раз, в прошлом году 10, в этом году 17. Это говорит о том, что если никакие меры не будут предприняты, то в следующем году загрязнений будет еще больше. Сегодня мы, местные, которые здесь проживаем, которые пьем воду, которые рыбачим на этих реках, все вместе, это и общественность, и правительство, и депутаты Элтумен должны работать плотно с федеральными структурами, чтобы внести изменения в законодательство. В прошедшем на днях совещании Минэкологии с участием народных депутатов были обсуждены меры для пресечения и устранения последствий нарушений водного законодательства, а также охраны водных объектов от загрязнения в результате деятельности золотодобывающих предприятий. Одни из конструктивных предложений – это внесение в постановление правительства 336 Российской Федерации, это постановление об особенностях контрольно-надзорной деятельности, в части которой у нас, по сути, установлен мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий в части недропользователей. Также были внесены предложения по увеличению финансирования Министерства экологии. Мы планируем установить приборы на данных реках, где ведется добыча полезных ископаемых, в частности золота. Ну и в случае, если возникло загрязнение, нам уже будет оперативно это сообщаться. Возможно, алданцам следует последовать примеру своих соседей. Вот уже который год в Нерюнгринском районе создан и активно работает Межведомственный экологический совет на уровне муниципального образования. В нем общественники и экологи в связке с представителями власти контролируют работу недропользователей, что дает неплохие результаты.